По республике в разных учреждениях проходят подобного рода памятные мероприятия. Во время Великой Отечественной войны село Улу-Сала стало ареной ожесточенных боев. Так, 21 декабря 1943 года за помощь партизанам фашистские каратели заживо сожгли 215 жителей этого села, среди которых были в основном старики, женщины и дети. Всего за время фашистской оккупации в Крыму было уничтожено 127 населенных пунктов. Нам надо не забывать о трагических событиях тех дней, и пусть наше поколение, молодое, будущее поколение, чтобы знало все эти ужасные годы и стремилось к миру, к взаимопониманию, межнациональные, конфессиональные отношения, чтобы были всегда на положительном таком уровне. На мероприятие собрались все неравнодушные к этому дню. Многие из присутствующих лично знали уроженцев села, среди которых были и их родственники. Сегодня важно не только знать историю, но и чтить ее память. Итоговые мероприятия у нас будут проведены в феврале месяце в Большом актовом зале Крымского инженерно-педагогического университета. Что хочется отметить? Эти события являются неизвестными страницами Великой Отечественной войны. Этому значению мало придавали, но вот наша организация совместно с другими организациями, совместно с историками, интеллигенцией изучает данный вопрос. В память трагедии Улу-Сала стоит памятник жертвам фашистского террора, установленный силами односельчан. Напомним, 21 декабря во всех мечетях Крыма был проведен поминальный молебен в память о трагических событиях в деревне Улу-Сала. Севиля Меметова, Владислав Кравцов, телеканал Миллет.